Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гала Медиа. С вами Натия Бенделиани. Коротко о главном. Для перехода на другую работу нет никаких предпосылок. Интервью нашему каналу главы администрации Галского района Константина Пилия. Время возвращаться к корням, время жить. Эксклюзивное интервью Галмедиа служителя 7-го абхазского святилища Бытха Руслана Берзека. Отстрел как единственная эффективная мера. В Галском районе готовы приступить к исполнению распоряжения правительства о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год. 4 марта исполнилось 13 лет со дня смерти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 4 марта 2010 года после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного абхазского государства, крупный ученый-востоковед, первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. 4 марта – день рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша. В этот день ему исполнилось бы 74 года. Чтобы почтить память двух президентов по сложившейся уже традиции, 4 марта сотни людей приходят к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле Сергея Багапша на его родовом кладбище в селе Джгиарда. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память первого президента у мемориала Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Аслан Бжания 4 марта также почтил память Сергея Багапш на месте его упокоения в селе Джгиарда Ачамчирского района. В церемониях также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, руководители центральных и местных органов власти Республики Абхазия. Глава администрации Галского района Константин Пилия в интервью с нашим корреспондентом рассказал подробности комплексной проверки, которая проводится в районном отделе образования. Кроме того, он прокомментировал активно муссирующиеся в обществе слухи о своем возможном переводе на другую работу. Интервью Константина Пилия смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Нам стало известно, что в отделе образования идет комплексная проверка. Что делается вот в этом направлении и вообще с чем это связано? Ориентировочно 20 декабря 2022 года, к концу года, дошла информация, что в отделе образования образуется задолженность по заработной плате в размере 400 тысяч рублей. Ну, я пригласил сюда бухгалтеров в отдел образования, там 2 бухгалтера по направлению, один занимается школами, другой бухгалтер занимается обеспечением детских садов, дошкольных учреждений. Была приглашена сама заведующая отдел образования и вновь назначенная новый главный бухгалтер. В образовании проблемы давнишние, они многолетние, это больше десятка лет, я так скажу, эти проблемы. И сейчас, скорее всего, все, что произошло, связано и с этим тоже. Не налажены были нормативы, со сдачей балансов проблемы, точнее, балансы не сдавались, не было специалистов. Эти бухгалтера, которые там работают, они это делать не умели, ни они, ни предыдущие. Мы в течение периода работы, наш отдел финансов, Хаджат Рушаевич, их обращался несколько раз письменно, что они эти обязанности должны выполнять. И на этом совещании у меня в кабинете стали выяснять, что же произошло. Это было во вторник, бухгалтера мне толком ответить ничего не смогли. Им было дано время со вторника по пятницу, что в пятницу они мне уже принесли объяснение и объяснили, куда же средства потерялись. Я верю, что вот эти бухгалтера, по крайней мере, Микава, Джамал и Гилкискирев, я не могу давать сейчас оценку и ничего говорить, что произошло. Ну, в пятницу вернулись и рассказали, что частично они поняли, что произошло с финансами, частично это что произошло. Ну, педагогам присваиваются категории. До высшей категории дается Сухуми, первую категорию дает отдел образования, соответствующую комиссию, вторую категорию дает директор школы, тоже на соответствующую комиссию, но директор школы имеет эти полномочия. Что произошло? Когда директор школы присвоил категорию, эта категория, она еще и с финансовой надбавкой денежной к зарплате. Что же произошло? Он это отправляет в бухгалтерию, бухгалтерия самолично делает им надбавки и посылает заработную плату людям уже с надбавкой за эту категорию.
не имел права этого делать. Это работает так. Если директор школы, там, педсовет приняли решение такое, они, значит, документы собирают, отправляют в отдел образования руководство. Отдел образования со своей сопроводительной бумаги спускает в отдел финансов, что им нужны дополнительные средства. И уже отдел финансов запрашивает наше министерство за дополнительные субсидии. Вот как эта система работает. А они сами взяли, посчитали, что они уполномоченными, и вот этим, кому присвоены категории, они им надбавки к заработной плате посылали, что чего не имели права делать. На эту сумму у них ушло около 180 тысяч рублей. А остальные деньги они объяснить не смогли. Если бы они дали бы объяснение, да, мы бы уже понимали, как действовать, но бухгалтерия сказала, мы не знаем. Ну, раз вы не знаете, тогда будем заказывать комплексную проверку. Это тогда будет в таком формате. На что обратилась ко мне отдел образования, руководитель с инициативой провести проверку. Тогда мы сделали так. Мы назначили свою внутреннюю проверку, коллеги проводят, это и финансовый отдел, заместитель главы администрации, правовой отдел. Параллельно я пригласил сюда прокурора района и сказал, что обращусь к нему письменно, давайте вы тоже тогда. Ну, прокурор района мне сказал, что у него и так запланирована в графике проверка отдела образования в первом квартале 2023 года, не стала письменно переписываться, у них это в графике. И вот сейчас ведет. И плюс еще руководитель отдела образования была отправлена в Сухум и переговорила с министром, чтобы министерство тоже должно комплексную проверку провести. Прокуратура, она работает по существу, по определенной проблеме. Ну, эта проблема сейчас финансовая только внутри бухгалтерии, да, но есть еще большие проблемы кадровые, штатные, кто сотрудники, сколько их, живые, мертвые, существуют, да или нет, и вообще сколько всего и по садам. У нас мы где-то декларируем по документам, что на детском саду там 35 детей, по факту 20-25 оказывается. Бывают случаи, детишки заболели, родители не приводят, да. Но если это не систематизировано, а это так получилось, принимается. Но если проблемы эти существуют такие, значит мы должны их выявить и побороть. И потому было заказано еще, обращение было к министру, и министр обещал комплексную проверку тоже им уже в самом сфере образования. Вот что сейчас происходит образование. И эти бухгалтера, которые там работали, двое, они были отстранены. Вот они были не уволены, никто тут не уволен, они были устранены на время проверки. Ну, плюс еще, сейчас, когда приходит проверка, проверяет ОБЭП, проверяет прокуратура, проверяет наши специалисты, ни одного документа бухгалтерского в бухгалтерии нет. Ни одного вообще. Это в моей жизни такая первая практика, я такого никогда на такое не натыкался, как говорится. А где же ваши документы? А у нас все в компьютере, они говорят. А компьютер тоже без доступа. Вот такие вот сложности. Ну, службы работают. Но самое главное, что даже если бухгалтерия не имеет своих документов у себя внутри, да, например, то в любом случае каждый документ дублируется. Наш отдел финансовый имеет копии, казначейство имеет копии, банк имеет копию. Все равно все эти документы будут изъяты, и по ним будет проведена работа. Там, если кто-то хочет что-то скрыть, ничего не получится. Я еще раз говорю, я не даю оценки, кто прав, кто виноват, кто это был злой умысел, это было случайно. Это все по итогу, эта проверка будет выяснено. Нам известно, что с начала 2023 года питание стало централизированным. Чай это была идея, и насколько ее удалось внедрить в Кальский район? Насколько успешно? Да, совершенно верно. Когда только при назначении нового руководителя сразу поднялась эта тема, это было 2 года назад. Она мне объясняла, что, Анна говорит, Эдуардович, очень сложная тема, я очень боюсь, я должна полностью иметь понимание, что это за продукт и как, и не дай бог с ребенком кто-то отравится, ребенок, и я понесу ответственность. Я бы не хотела бы это вводить, говорит, и хочу посмотреть, как это сейчас происходит. Это было только в начале ее работы. Ну, на что я сказал, ну, принимайте решение, сами вы руководитель, вы несете ответственность. Ну, как говорится, 2 года она продержалась, но эту норму надо было вводить. Это было, я не ошибаюсь, и с министерства дало указание, потому что детское питание, само собой, это все понимают, это
особое внимание для этого. У нас было и питание было, мы смогли в 2 раза увеличить. Это, правда, небольшие деньги, но на 100% еще увеличили эту сумму, которая выделяется на питание детей. Мы смогли это сделать при нашем сложном бюджете. Первая доставка была, если я не ошибаюсь, числа 15 января. Люди приехали, привезли перечень продуктов. Это перечень продуктов, конечно, контролирует и наш СЭС. Я с ним тоже разговаривал. Ты ведешь эту работу, контролируешь, какой перечень, что можно, что нельзя. Эти все нормативы все сделали. Да, Эдуардович, конечно, конечно. И этот процесс пошел. Да, слышу, что некоторые руководители, заведующие садов, говорят, что вот, а как это мы будем, а негде хранить, нет холодильников. Совершенно не такое положение. Это вопрос я отдельно задавал. И наш СЭС проверяет в каждом детском саду, есть условия хранения. Есть, если ты можешь поместить продукты за 2 недели, значит ты помещаешь их 2 недели. Там определенная категория, там не все можно. Что-то раньше привезут. Ну, делается это по заявкам. Если это нужно там, по ускоренному, там, в течение 1 недели доставлять, значит это все обговорено в этих контрактах. Ну, если сейчас, как говорится, вы меня берете интервью, мне надо говорить как есть. Немногим это понравилось, конечно. Это такая же ситуация, когда переводили весь район на карточки. Тут наличные ходили, раньше наличный оборот был. Мы смогли эту ситуацию повернуть, и у нас все пошел по безнал, по карточку, по банку, все открыто. Такая же ситуация сейчас произошла у нас и с централизованным питанием. Все идет по банку, все счета. Я слышал мнение, что некоторые заведующие говорили, а вот мы не видим, что сколько стоит. Ну, если вы запрашиваете, что сколько стоит, есть в бухгалтерии, есть в финансовом отделе, есть в казначействе, и в итоге есть у человека, у получателя вот этих продуктов. Если они нужны, они в открытом доступе. Вчера оговорилось, что это скрытая информация. Ничего не скрыто, она во многих инстанциях. Ну, понимая, что некоторые не хотели, 20 лет, даже больше, тут была такая ситуация. Ходили наличные, брали в руки деньги, шли в магазин, что-то сторговывались, что-то не сторговывались, где-то больше, где-то меньше, что-то осталось, какие-то, возможно, я никого не обвиняю. Я просто понимаю, если ты решаешь проблему, ты должен понимать, какая это проблема и как она работает. Я понимаю, как она работала. Мы-то стали уходить, конечно, были возмущения, что вот мы тут все на месте закупали. Я им говорю, было по-всякому, но должно быть уже по закону и никак по-другому. Конечно, и сопротивление, конечно, сложности, пытаемся доносить. Скажу еще так, многие заведующие, как мне известно, довольны и стали говорить, что так мы никогда вот таким объемом детей не кормили, что это очень прекрасно, и эти мнения есть, у большинства есть. Но есть единичные случаи, где оказывается сопротивление. Не позволю себе говорить лишнее, но умный человек, разумный, понимает, почему некоторые борются за то, чтобы они сами могли закупать продукты, ходить там, сторговываться на рынке. Не говоря уже о качестве и сертификатах, вот так эта система работала. Вот пытаемся всю систему приводить все в порядок. В Гальском районе проблемы большие и административные. За весь период неэтично говорить на предыдущих руководителей, я не буду это говорить. Просто работа такая объемная, что нужно все здания и сооружения брать на баланс администрации. Эта работа трудоемкая. Если бы она хотя бы по чуть-чуть велась бы, немножко результат был бы сейчас получше. Эту работу начали, смогли 3 объекта взять на баланс, чтобы любые средства, спускающиеся даже в ремонт, а имущество должно быть балансовое. И это должно быть ответственно, потому что на сторонние здания, которые у тебя не на балансе, ты не имеешь права туда спускать никакие средства. Такие тоже вещи происходили. Потихонечку эту ситуацию мы перебарываем. Был ли кто-то уволен за последнее время? И вообще, как решаются кадровые вопросы внутри предприятия? Вы как-то пытаетесь вмешиваться или все-таки это полностью в компетенции руководителей организаций этих? Конечно, есть человеческий фактор, есть люди ссорятся, люди мерятся, бывает там что-то какие-то семейные проблемы, все бывает. Но я стараюсь в эти проблемы не ввязываться. Да, первоначально, когда пришел на работу, пытался разбирать, кто прав, кто виноват.
это такое сложное дело и очень неблагодарное и ненужное. И перестроил работу, теперь мне все вопросы только руководителю. Я не вмешиваюсь в процесс, кого считает взять на работу руководитель, кого не считает, кого освободить, кого назначить, лишь бы это было законно и по нормативам. И стараюсь в эту ситуацию не входить. У меня все вопросы к руководителю, он у меня ответственен, он сделает хорошо, лавры будут его, создаст проблему и в нагруз получит все остальное. И тоже получит проблему. У меня спрос с одного человека, это с руководителем. Пускай они учатся строить работу в коллективе, налаживать работу в коллективе, делать так, чтобы между сотрудниками был мир и рабочие нормальные отношения. Это каждый руководитель должен на себе почувствовать. Нельзя, так понимаете, прийти к главе администрации или сейчас мне прийти к президенту и сказать: уважаемый президент, как мне решить проблему, которая у меня в районе. Это значит, он должен забыть все свои дела, изучить мою ситуацию от и до, спросить, допросить, спросить и вынести мне решение, сказать: Константин Иванович, вот это надо решать так. Что за руководитель? Потому я сам тут так стараюсь делать и навязываю это своим руководителям отделов и управлений. На местах сами принимаете решения, сами налаживаете свои отношения в коллективе, между коллективом, между людьми. Прогнуться надо, уступить надо, понять надо. Все надо делать, но все это вы делаете сами, чтобы сохранить здоровые, нормальные отношения. Где-то это получается сразу, где-то с шероховатостями, но пока у нас больших глобальных проблем нет. Касающиеся об увольнении, у меня бывают перемещения, но стараюсь я на людей на улице, если он не совсем бессовестный человек, я стараюсь, если вижу, что он не соответствует должностным инструкциям, я стараюсь ему работу найти попроще. Так, чтобы кого-то оставить на улице, такого тут практически еще не было. Константин Эдуардович, нам стало известно и по соцсетям, и вообще по неофициальной информации, что вы вскоре будете назначены мэром Сухума. Как вы можете это прокомментировать? Вообще, насколько это соответствует истине? И что вы думаете об этом? Я тоже про это слышал, и получаю звонки. Это почему-то бурно обсуждается. Для этого нет никаких предпосылок. У меня не было никаких официальных разговоров и переговоров. И не было никаких предложений. Как-то так. Насчет того, что пойду ли я или нет, вы знаете, столько работы в Гальском районе проведено, так налажена команда, столько трудов, и вижу и поддержку населения, я бы, конечно, этого не хотел. Я хотел бы продолжить деятельность и довести в районе, и довести его хоть до какого-то мольски-логического уже завершения. В столице сегодня хороший руководитель с большим опытом и знанием, и со слаженной командой, и уверен, у них все еще получится еще лучше. Что касается нас, наша команда должна реализовывать свои возможности в Гальском районе. На этом я бы хотел завершить. Спасибо, Константин Эдуардович, что вы нашли время для нас, ответили на все интересующие нас вопросы. Всего вам доброго, всех благ. Спасибо. Вниманию всех пенсионеров! Министерство социального обеспечения Абхазии сообщает, с 1 марта по 31 мая текущего года будет проводиться перерегистрация пенсионеров, получающих пенсию по законодательству Республики Абхазия. Всем пенсионерам необходимо явиться в отдел социального обеспечения города Гал. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазия, вид на жительство и паспорта других государств. В случае отсутствия перерегистрации выплата пенсии будет прекращена. Сколько тратишь, столько платишь. Проблема энергосбережения стоит остро не только в нашем районе, но и во всех районах Абхазии. Чтобы снизить затраты на электроэнергию, не обязательно ограничивать себя в привычном образе жизни. Можно просто более эффективно ее расходовать. Опыт эффективных методов энергосбережения в репортаже Галмедиа. Слово Анжели Убилава. Мы часто слышим жалобы на то, что тарифы на потребляемую электроэнергию повысились уже в несколько раз. Света периодически нет. И, соответственно, все проблемы и недовольство людей, связанные с отсутствием электричества, выплескиваются на страницы соцсетей или в уличные разговоры. Да, действительно, с такими возмущениями спорить сложно. Но что мы можем сделать, если кардинально повлиять на ценовую политику и решение проблем, которые уже давно существуют в энергетической отрасли, не в нашей власти?
Существует много способов платить за потребляемую электроэнергию, значительно меньше, чем нам приходится делать это сейчас. По данным директора галского филиала РУП «Черноморэнерго» Нияза Чгериная, счет за 1 киловатт в час в каждом конкретном случае разным. Сумма зависит от множества факторов, в том числе и от того, стоят ли приборы учета. Как отмечают специалисты, приборы учета заставляют быть бережливыми каждого абонента, потому что все знают, что за каждый потраченный киловатт в час надо будет заплатить. Квартиры без прибора учета. Ноябрь-март 1200 киловатт, по 1,5 рубля 1800 рублей. Апрель-октябрь 840 киловатт, 1,5 рубля 1260 рублей. Вот это есть где без прибора учета. С прибором учета, который в городе у нас в многих местах стоят приборы учета, там рубль, киловатт, рубль. Много сейчас поступает заявлений об установке прибора учета. И мы интенсивно ставим их уже за январь месяц. Установили около 270 приборов учета. Со стороны экономии больше будет экономить, когда считает, и, соответственно, меньше будет платить население. Когда считает, во-первых, он экономит, и сколько имеет возможность, только и тратит, соответственно. И просто перебора нету. Один из самых простых способов экономии – заменить все лампы накаливания на энергосберегающие. Да, они стоят дороже, но потребляют значительно меньше электроэнергии и экономичнее обычных ламп накаливания, как минимум в 5 раз, и настолько же долговечнее. 500 ватт, например, 180 рублей, 300 ватт, 130 рублей, 200 ватт, 50 рублей. Но если сравнивать с обычными лампами накаливания, какие из них дороже? Ну, дороже, конечно, светодиодные. Да, то есть энергосберегающие лампы, они дороже намного. Отличный пример того, как можно экономить, на этом показали и власти города, которые закупили энергосберегающие лампочки и заменили ими все лампы освещения в городе, что позволило существенно снизить энергопотребление и, соответственно, оплату за свет. В городском хозяйстве УГХ весь город был оснащен просто лампами накаливания. Они перешли полностью на энергосберегающие лампочки, сэкономили 800 тысяч рублей в год. Где было 1 миллион с чем-то, они оплачивают 280 с чем-то тысяч рублей. Вот это показатель. Управление городского хозяйства уплачивает электроэнергию в целом за город. Это уличное освещение, освещение мостов и так далее. Раньше, вы помните, что сумма за уплату электроэнергии была 0,15 копеек за 1 киловатт-час. Сейчас эта сумма выросла в разы, и поэтому там, где мы платили 10 тысяч рублей, у нас счет выходил где-то порядка 50-60 тысяч рублей в месяц. Нашими специалистами было принято решение, чтобы поменять лампочки по всему городу на энергосберегающие. Потребляемая электроэнергия уменьшилась в разы. Тем самым, там, где мы платили 50-60 тысяч, сумма опять же пришла к 10 тысячам рублей. Благодаря таким мерам мы стали платить меньше. Современное жилье сложно представить без бытовой техники, электроники и различных гаджетов. Снизить расход можно, если использовать энергоэффективную технику. Обычно она оснащена специальной наклейкой с буквой А и знаком плюс. Такие приборы позволяют экономить электроэнергию, а значит существенно меньше платить за нее. Не стоит также забывать об элементарной экономии и просто выключать освещение тогда, когда в нем нет необходимости, максимально использовать дневной свет и зональное освещение. Все эти нехитрые способы помогают экономить потребляемую электроэнергию и, соответственно, не нагружать ненужными расходами бюджет семьи, города, района, страны. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Биплая, Галмедиа. Галмедиа начинает новую рубрику, посвященную абхазским традиционным верованиям и духовной культуре абхазов. В ее рамках мы будем брать интервью у людей, которые расскажут нам о древних верованиях и истоках духовности нашего народа. 3 года прошло с того момента, как Руслана Берзека, потомка последнего убыхского князя Хаджи Берзека Керантуха, торжественно посвятили в жрецы на святилище Елыр-Ныха. Именно он тогда стал служителем 7-го абхазского святилища Бытха, которое находится на территории современного Сочи. Руслан Берзек, который уже 15 лет восстанавливает не только свою родословную, но и язык, культуру и традиционную религию убыхского народа, дал эксклюзивное интервью корреспондентам Галмедиа, где рассказал о своем жизненном и духовном пути, возрождении традиционных верований абхазов и убыхов и многом другом. Мы благодарим столичный ресторан «Анаша» за любезно предоставленную площадку для съемок.
В последние годы наблюдается вообще некоторое возрождение абхазских традиционных верований, возрождение старых святилищ. Вот расскажите, пожалуйста, вообще как проходит этот процесс и вот что вы думаете об этом? Он вообще необходим или, может, это уже изжитое прошлое? Как вы правильно заметили, что все больше идет возрождение этих культурных традиций, именно потому, что народ, который имеет священные корни, стал забывать свои корни, так сказать, в этом плане. И обязанность жрецов помочь им восстановить связь с этими корнями в этом плане. Это актуальная проблема на сегодняшний день. Что я сделал как представитель, значит, рода Берзек, в свое время тоже мне пришлось как бы интересоваться своей историей, историей народа, историей рода. И в одно время мне стали говорить, что убыхи исчезли и все остальное. Очень много говорили с разных источников, поэтому пришлось как бы подумать над этим хорошенько и встать и сказать, что нет, мы не исчезли, вот они мы есть, вот мы носители этой фамилии. Вот такая у нас история, вот именно поэтому мы и начали этим заниматься. Ну, организатором был я в основном. Что мы организовали? Мы организовали поиск родовых ветвей рода по всему Кавказу, Турция, где следы оставили наши предки, мы начали искать. Итак, мы нашли как бы потомков разных веток, направлений, в том числе и других фамилий. В данном случае в Абхазии это Кишмария, в данном случае тоже ветка рода Берзек. В Карачаево-Черкесии среди абазин это Кишмаховый, ну а остальные там в Адыгее это пишутся Берзек, в КБР это пишется, в Кабарде пишется Берзек, но суть везде одна. В Турции есть ответвление, которое звучит Бейеч, но тоже это ветка нашего рода. В общем, это называется патронимическими линиями одного корня в этом плане, которые в силу различных обстоятельств, исторических фактов, событий, да, произошли как бы лингвистические изменения в силу того социума, в который они попадали. Но тем не менее это не значит, что они, значит, отошли, потому что в роду Берзеках на сегодняшний день в исторических фактах сохранено 17 видов там. А 17 видов там это значит 17 ветвей. И, возможно, их есть еще больше. Но это уже дальнейшие исследования, которые позволят найти это все. Полную версию интервью со жрецом Русланом Берзеком вы можете увидеть в эфире Галмедиа после выпуска новостей и на наших ресурсах в социальных сетях Telegram, Instagram и Facebook, а также на официальном YouTube-канале Галмедиа. О работе правоохранителей в области незаконного оборота наркотиков, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия в материалах пресс-службы МВД Абхазии. Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества пригабалин вменяется жителю столицы 1994 года рождения Колесникову Владимиру Руслановичу. Последний был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСО сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В ходе личного досмотра гражданина Колесникова сотрудниками оперативных служб в кармане носимой им куртки были обнаружены капсулы психотропного вещества порядка 10 грамм, что установлено в результате исследований в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. По данному факту в отношении задержанного по части 1 статьи 223, части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело. Решением суда Гагрского района последний заключен под стражу. Обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия предъявлено жителю столицы Кутарба Роману Славиковичу 1983 года рождения. Последний задержан в ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят пистолет системы ТТ с 7 патронами калибра 7,62 мм к нему. Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия, вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.
По данному факту органам предварительного расследования столичного УВД по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело и принято к производству. Гражданин Кутарба решением суда города Сухум помещен под домашний арест. Наркотическое средство метадон в крупном размере и порядка 38 грамм психотропного вещества пригабалин незаконно приобрел и ввез на территорию Республики Абхазия житель города Гудаута Еник Алексей Зурабович, 1977 года рождения. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В результате личного досмотра гражданина Еник, проведенного в служебном порядке сотрудниками милиции, в правом кармане носимой им куртки были обнаружены наркотические средства, принадлежность которых к таковым определена экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. В отношении Алексея Еник следственным отделом Гагрского РУВД по части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний решением суда Гагрского района заключен под стражу. Расследование продолжается. Отстрел как единственная эффективная мера. В последние годы в Галском районе, как и во всей Абхазии в целом, значительно увеличилась популяция ряда хищников. Более того, участились случаи нападения волков и шакалов на сельскохозяйственных животных, в том числе на крупный рогатый скот. О том, почему уже сегодня в Галском районе готовы приступить к исполнению недавнего распоряжения правительства о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год, расскажет Илона Микава. В последние годы в Галском районе, как и во всей Абхазии в целом, значительно увеличилась популяция ряда хищников. В связи с этим участились случаи нападения волков и шакалов на сельскохозяйственных животных, в том числе на крупный рогатый скот. Сельчане жалуются, что из-за нападения волков их хозяйство несет серьезные убытки. Диким животным совершенно не мешает ограждение. Отпугнуть хищников могут собаки, но и они не всегда справляются с этой задачей. И дикие звери продолжают терзать домашний скот. Как наступает ночь, шакалы начинают выть. Они нам очень мешают, нападают на наших курей. У нас тут не охотятся. Было бы хорошо, если бы пришли охотники и отстреляли хищников. Мы будем им очень благодарны. Очень мешают, терзают кур и домашний скот. Загрызли 2 наших коров. Волков здесь мало, но много шакалов. Они собираются группой и с легкостью могут завалить корову и съесть. Только что сейчас 4 штуки убрали. Когда это было? Позавчера. То есть это кто напал? Волк. От атак хищников убытки в хозяйстве несут жители многих сел района. Практически каждую неделю волки загрызают коров, овец, коз и свиней. Шакалы и лисы в основном нападают на домашнюю птицу. При этом охотников, которые могут помешать нападению, не так много. Жители боятся, что жертвами в скором времени могут стать они сами, так как звери начали вплотную подходить к деревенским домам. У нас очень много шакалов, не осталось курей. Мы в таком положении, что боимся отпускать скот. Бывали случаи, что шакалы даже к крыльцу подходили. Коровы, бику маленькие, которые едят. Это шакал или волк? Нет, волки тоже есть, но шакали большинство. А часто происходит такое? Да, почти каждую неделю 2-3 раза. Вы как-нибудь боретесь с этим? Может, охотники у вас есть в селе? Охоты здесь, оружия никого нету. По словам председателя общества охотников и рыболовов Вахтанга Кация, первый фактор увеличения популяции хищников связан с тем, что в селах редеет население, становится много бесхозных домов, бывшие сельхозугодья зарастают лесом. Второй фактор – это то, что последний отстрел хищников проводился несколько лет назад, и за это время численность диких животных значительно повысилась. Когда меньше населения, тогда зверь чувствует, что меньше людей и так далее, и он более приближается, уже к городу идет, еды, пропитания все меньше и меньше в лесу, вот, и норовит как бы ближе к городу, к мусорникам и так далее. Волк так не придет в город, как шакал. Шакала и больше, чем волка. Волк – это вообще санитар леса, совсем его популяцию уничтожать тоже мы не имеем права, так как он какую-то свою лепту вносит. Между человеком и зверем должна быть дистанция. Когда зверь нарушает дистанцию, то он либо больной, либо он очень сильно голодный.
На днях Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год. Государственной ветеринарной службе Абхазии поручено принять меры. Организовать отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников. За отстрел одного волка установлено вознаграждение в размере 5556 рублей. За шакала 2779 рублей. При этом охотникам не разрешат заходить вглубь леса и отстреливать животных там. С 1 марта до 1 июня будет отстрел. Прием будет осуществляться в Ачамчире, в Сухум и Гудаута. Нужна будет не туша, нужна будет просто голова. А вот вы сами будете принимать участие в отстреле хищников? Конечно, обязательно. Да? Да. Охотой занимаюсь уже где-то лет 20-25. Очень часто попадаются шакалы. Было время, когда просто деньги не платили, мы на добровольной основе с соседом выходили. В основном это где старые свалки и занимались отстрелом. Если так навскидку, может до 30-40 шакалов мы уничтожали. Они наносят очень большой вред. Во-первых, они разносят всяческую заразу. Это влияет на содержание и наших породистых собак, потому что зараза это переходит через подушечки собак. То есть наша собака наступила на след шакала, и все, у охотника начались проблемы. Поэтому отстреливать их очень даже надо. А вот сейчас вы будете принимать участие в отстреле? Обязательно, конечно. Даже если бы за них не платили деньги, просто была бы такая акция. Вот у нас Охотсоюз в Гальском районе работает, наш представитель Охотсоюза, главный это Ваху Каци. Когда приходил запрос на администрацию, то есть от глав сел, мы организовывали облавы, то есть собирались охотники, 5-6 машин, мы выезжали. Не всегда удачно, но тем не менее. Отследить и поймать хищников – сложная задача даже для опытных охотников. Да и не каждый охотник рискнет выйти на опасного животного. Тем не менее, есть и те, кто не прочь пойти на отстрел волков и шакалов. Главврач Галской центральной районной больницы Астам Ургамги – заядлый охотник. И он собирается принять самое активное участие в отстреле животных. К тому же он собирает в свою команду всех, у кого есть желание поохотиться на диких зверей. Сейчас я формирую группу, и все желающие могут присоединиться. И думаю, что со следующей недели уже мы выберем места, подготовим все эти охотничьи моменты, касаемые для приманки шакалов и волков. Засидки хотим сделать. И уже начнем отстрел. Так что если у кого-то есть желание, может напрямую ко мне обратиться, и единой группой мы пойдем на охоту все дружно. Хотелось бы обратиться к тем людям, у кого есть гончие собаки, потому что данный вид собак как раз предназначен для того, чтобы выгонять из леса и шакалов, и волков. И если есть таковые, то присоединяйтесь, мы будем рады вас видеть в своем коллективе. Хищники не только нападают на людей и домашнюю живность, но и являются разносчиками опасных болезней, среди которых бешенство. От животных эти заболевания могут передаваться и людям. Поэтому необходимо как можно скорее исправить сложившуюся ситуацию. Отстрел хищников на сегодня единственная эффективная мера, чтобы обезопасить людей и домашний скот от диких зверей. Илона Микава, Ника Гачава, Бату Библая, Гал Медиа. 11 марта абхазский боксер Герман Арджения проведет рейтинговый бой в рамках вечера бокса «Ивент 75. Дерись и побеждай» от Шаму Боксинг Промоушенс в спорткомплексе «Крылья Советов». Соперником абхазского спортсмена станет боксер из Конго. 4-раундовый бой будет проходить в весовой категории до 63 килограмм. Трансляцию вечера можно будет посмотреть на телеканале «Спортивный». На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго, Абзиарас!